22 июня 1941 года на Советский Союз, так в то время называлось наше государство, в 4 часа утра без предупреждения напала фашистская Германия. О том, что началась война, люди узнали из сообщения по радио. Из громкоговорителей, которые были развешаны на площадях и в скверах, звучал голос диктора Юрия Левитана. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Среди тех, кто слушал это сообщение, была жена художника Ираклия Таидзе Тамара. Взволнованная, она стремительно вбежала в мастерскую своего мужа, указала рукой на радиоприемник и, едва переведя дух, сказала одно слово «Война». Художник воскликнул «Замри!» и нарисовал плакат. Кто прочитает, что написано на этом плакате? Художник назвал плакат «Родина-мать зовет». Куда же звала Родина-мать наш народ? Что еще вы видите на плакате? Почему за женщиной так много оружия? Эта женщина-мать зовет всех своих сыновей и дочерей вступать в ряды армии, быть честными и храбрыми бойцами, преданными своему народу. Она призывает всех защищать Родину от врагов мужественно, умело, с достоинством и честью, не жалея своей крови и жизни. И все жители нашей многомиллионной страны как один поднялись на защиту своей Родины, Отечества. Поэтому война называется Отечественной, а Великой ее назвали потому, что она длилась долгих 4 года, 1418 дней и ночей. Из Чувашии на фронт ушли 208 тысяч человек. Для сравнения, это половина жителей современного города Чебоксары. Не вернулся с поля боя каждый второй. 106 тысяч человек. Вместе с Юманом и Тигесь мы пройдем дорогами победы, узнаем о героических страницах истории нашей Родины. И каждый из вас исследует историю своей семьи и расскажет нам о ее героях. Жестокость и бездушность войны, горькую боль от потери передал в своей картине «Фашист прилетел» художник Аркадий Пластов. Что мы видим на картине? Что произошло? Осень. Серый тихий день. На склоне косогора с небольшой рощицей тонких березок неловко уткнулся лицом в траву мальчик, деревенский пастух. Из руки выпал кнут, шапка отлетела в сторону, трава у головы окрашена кровью. Чуть подальше видны тела 2 завалившихся коров, еще поодаль овца. Невзрачная одежда ребенка и туши буренок так органично вписываются в приглушенный колорит картины, что не сразу осознаешь чудовищность произошедшего. Единственное диссонирующее с пейзажем пятно, почуявшее беду пегая собачонка, воющая в небо. Там, на фоне серых облаков, виднеется точка удаляющегося самолета. Несколько мгновений назад он пролетел над окраиной леса, полоснул пулеметной очередью, и остались лежать на земле пастушок, коровы и овца,
растерянно сбилось у леса оставшееся напуганное стадо. Надо было кричать во весь голос. «Есть такие картины, пока пишешь, наплачешься», — говорил художник. Картина звучала, как набат, призывая к борьбе за счастливое детство, за свободу народа. Для поднятия боевого духа солдат писатель Александр Твардовский придумал образ неунывающего и смелого весельчака, которого звали Василий Теркин. Каждый боец считал Теркина своим другом и старался быть таким же отважным. В самом начале войны, в 1941 году, о том, как Вася Теркин шел призываться на войну, сняли мультфильм. Прощайте, Руси, берегите, прощайте, милые края, на фронт уходит Вася Теркин, а Вася Теркин это я. На фронт уходит Вася Теркин, а Вася Теркин это я. Уходит Вася призываться свою винтовку получить, пора с врагами поквитаться, пора фашистов прогулять. Прощайте, рощи и пригорки, прощайте, милые края. На фронт уходит Вася Теркин, а Вася Теркин это я. Стойко защищали родину наши солдаты. Бои не затихали ни днем, ни ночью. Сражались на земле, в небе, на воде. На земле защищали города и села пехотинцы, пехота. Это старейший и самый многочисленный род войск. Пехотинцы передвигались пешком и несли на себе оружие. Как вы думаете, сколько килограмм нес пехотинец? Почти 25. Это одежда,
плащ-палатка, котелок, ложка, фляжка, лопатка, ручные гранаты и, конечно, винтовка, которая весила 4,5 килограмм и еще столько же патроны. Поэтому, когда началась война, перед конструкторами поставили задачу разработать новое, более легкое оружие. Такое оружие создал наш земляк, уроженец города Алатыря Алексей Судаев. Это был пистолет-пулемет ППС-43. За годы войны его произвели около 500 тысяч штук. Он был легче почти на 2 килограмма. На его изготовление нужно было меньше металла, легко разбирался и собирался. Ветераны называют пистолет-пулемет Судаева лучшим оружием Великой Отечественной войны. С ним советские воины вошли в Берлин и установили победный флаг над Рейхстагом. Но главная ударная сила Красной Армии – танковые войска. Танк Т-34 стал символом Второй мировой войны. Танки прямо из цеха шли в бой. 8 отважных танкистов из Чувашии были удостоены звания Героя Советского Союза. Один из них, Вячеслав Винокуров, продолжал сражаться за родину после ампутации ступни ноги, за что его назвали Моресьев танковых войск. Победный исход многих сражений был обеспечен вовремя переданной информацией о приближении врага. Мобильных телефонов тогда не было. Как же бойцы передавали важные сообщения? Послания шифровали с помощью азбуки Морзе. Так называли способ кодирования символами букв алфавита и знаков препинания. Их передавали по проводу специальным телеграфным ключом, как бы выстукивая точечки и тире. Длинный звук был тире, а короткий – точкой. Послушайте, как это звучит. В нашей тетради азбукой Морзе зашифровано послание. Откройте тетрадь «Моя семья в истории Великой Победы» на странице 9 и расшифруйте его. Ответ запишите в тетради. Пехотинцы и танкисты сражаются на земле. А кто же защищает родину с воздуха? За годы войны было создано 18 воздушных армий. Среди летчиков – истребители, штурмовики, бомбардировщики, разведчики. В годы войны профессии летчика обучались в Чебоксарском и Алатырском аэроклубах. 20 летчиков из Чувашии были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них единственная женщина Зоя Парфенова. За годы войны она совершила 739 боевых вылетов. Фашисты боялись девушек-летчиц и прозвали их ночными ведьмами, а друзья звали ласково «ночные ласточки». А на воде, как вы думаете, шли бои? Да, наши морские просторы обороняли 4 флота – Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеанский. За ярость в бою фашисты прозвали наших моряков «черной смертью». Как вы думаете, всегда ли битва наших бойцов с фашистами заканчивалась победой? Были и поражения, особенно в первые годы войны. В некоторых битвах приходилось отступать, но отступать, чтобы потом одержать победу над врагом. Такой битвой стала оборона Севастополя. Это морской портовый город. Посмотрите внимательно, какими художественными средствами показал Александр Дейнеко самоотверженность наших моряков. Где здесь наши защитники?
Да, это богатырские фигуры моряков в белоснежной форме против темно-серой массы фашистов. А где они сражаются? Битва идет на руинах горящего города. Могут ли они отступить? Что позади наших моряков? Верно, Черное море. Отступать некуда, ни шагу назад. Смело бросаются матросы в белых сияющих одеждах на штыки врага. Они готовы отдать свою жизнь, но не отдать врагу Севастополь. Чтобы победить нашу страну, фашистам нужно было лишить русскую армию горючего для танков и самолетов, продуктов для бойцов. Самые большие запасы нефти расположены на Кавказе, а продуктами богата Кубань. Фашисты стремились выйти к Волге и захватить эти земли. Им очень хотелось закончить войну быстрой победой. Гитлеровцы прорвались к Волге и начали штурм города Сталинграда. Сейчас он называется Волгоград. Немецкие войска бомбили город с самолетов, расстреливали танками и пушками. Они почти полностью разрушили город, но никак не могли его захватить. Фашисты направляли в Сталинград все больше и больше солдат и военной техники. Бои шли уже на улицах города. У немецких танков была хорошая защита, броня, пушки и пулеметы, а у русских солдат только гранаты, бутылки с горючей смесью и их отвага, стойкость, мужество. Битва за Сталинград стала самой кровопролитной в истории человечества. Средняя продолжительность жизни бойца составляла всего 1 день. В память о защитниках Сталинграда на Мамаевом кургане установлен монумент «Родина-мать зовет». 200 ступеней, ведущих к монументу, напоминают нам о количестве дней битвы, которая завершилась победой, а город Сталинград носит звание «Город-герой». После войны 12 городов нашей страны получили звание города-героя. Откройте тетрадь на страницах 4 и 5 и найдите на карте города-герои Сталинград и Севастополь. Раскрасьте звезды около этих городов красным цветом. Молодцы! Мы с вами выполнили все задания, прошли дорогами боевых сражений, узнали о разных родах войск, о вкладе в Великую Победу жителей Чувашии. Дома вместе с родителями заполни разворот тетради «Моя семья в истории Великой Победы» на странице 14 и 15. Для этого попроси взрослых показать тебе семейный архив. Распечатай и приклей в рамку копию фотографии родственника или несколько, который воевал на фронте в годы Великой Отечественной войны. Вместе со взрослыми запиши его имя, фамилию, даты жизни. Вырежи из приложения в конце тетради награды, которыми он был награжден. Приклей их в квадраты. Запиши рассказ о подвиге героя твоей семьи, нарисуй его боевой подвиг, дай название рисунку. Тысячи детей из Чувашии уже рассказали о подвиге своих родных. Посмотри их истории в видео. Дорогой прадедушка, я тебя никогда не видел и уже не увижу. Бабушка рассказывала, что ты вместе с деревенскими ребятами ушел на фронт. Только из Чувашии ушли 208 тысяч бойцов. Каждый второй не вернулся домой. Я нарисовал твой подвиг. Это ты едешь на мотоцикле. Нужно было срочно доставить важные сведения. Танки противника окружали со всех сторон. Твои друзья погибли под обстрелами. Тогда командир сказал: «Ну, чуваш, ты везучий, на тебя последняя надежда».
И у тебя получилось. За боевые заслуги наградили медалью. Наша прабабушка тоже герой. Она строила оборонительный Сурский рубеж. Без выходных, днями и ночами, на морозе минус 40 градусов. Она вместе с подругами копала землю лопатой. Потом научилась управлять трактором, пахала поля, убирала урожай. Моему дедушке в годы войны было 11 лет. Он работал на заводе по 14 часов в день, изготавливал детали для санитарных самолетов. На этих самолетах раненых перевозили в больницы. Его младшему брату было всего 6 лет. Он пас коров, лошадей, кормил кур, гусей. Сестренка собирала в лесу ягоды, грибы. Потом их сушили и отправляли бойцам на фронт. Ваши истории я узнал, оформляя тетрадь «Моя семья в истории Великой Победы». Спасибо за победу! Сохраним память о каждом герое вашей семьи.